Президент России объявил 2025 год годом защитника Отечества. Это решение имеет особую значимость в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Год защитника Отечества – это не просто календарная дата, а символ национального единства и патриотизма. Многочисленные волонтерские организации Нерюнгринского района не прекращают ежедневную работу по сбору и отправке гуманитарного груза своим землякам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Выражаю вам искреннюю признательность, благодарность за то, что вы в это нелегкое для страны время, когда идет специальная военная операция, вы делаете все от вас зависящее и помогаете нашим ребятам. Мы высоко ценим ваш неутомимый труд, высокую ответственность и неравнодушное отношение. Желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, успехов во всех начинаниях, мирного неба над головой. Спасибо. Спасибо вам большое. С таких теплых поздравлений и слов благодарности начался день у активистов волонтерского движения «Зов сердца» поселка Серебряный Бор. Жители поселка, как и всех остальных населенных пунктов Нерюнгринского района, не смогли остаться в стороне от той большой и важной работы по сбору гуманитарной помощи для своих земляков. Движение ведет свою деятельность с первых дней мобилизации. Так как мы сами все серборовские, и очень много ребят с Серебряного Бора находились в тот момент в зоне СВО. И мы решили, что в Серебряном Бору тоже нужен штаб для тех же самых плетения сетей. Людям удобнее по месту жительства приходить плести сети, удобнее оказывать какую-то помощь, не каждому удобно возить в город. И посоветовались, нам выделили помещение, и мы организовали здесь штаб. Учитывая пожелания бойцов, находящихся на передовой, штабом был приобретен автоклав и налажено производство готовых блюд, морсов, компотов и многого другого. Занимаемся мы приготовлением сублимированных супов. Это супы вермишелевые, это борщи. Также мы изготавливаем свою же горчицу, свой майонез, делаем компоты всякие разные, делаем крупы всякие разные, котлеты, фрикадельки, тефтели, мясные, рыбные изготавливаем, сухари делаем. Допустим, мы делаем в автоклаве тушенку. Это наше собственного приготовления, как говорится, мясо мы закупаем, говядину. Также мальчишки у нас любят компоты, это брусника, голубика. Они очень любят, они разводят, это концентрат, они разводят и пьют. Также у нас ленивые голубцы мы делаем, тоже все сами. Также сушим яблоки, лимоны, это они добавляют в чай. Также движением «Зов сердца» организован пошив необходимого белья, вязание носков, сбор медикаментов, средств личной гигиены. Ну и, конечно, плетутся маскировочные сети. Это наш спанбонд, который нам помогает покупать неравнодушные граждане и также предприниматели нашего района. Мы его разрезаем, раскраиваем, на такие лепестки пробиваем обычной колодкой. Это все вручную, молотком сами. Также у нас уже готовые сети, которые мы уже наплели. А так, это козел для раскройки, разматываем ткани. Плетем сети. Также приходят к нам дети, помогают плести, оставляют свои пожелания. Свою помощь в этом направлении оказывает и волонтерский штаб поселка Беркакит Нерюнгринского района. В штабе очень тепло, и речь идет как об уюте и комфорте помещения, так и о теплоте сердец присутствующих. Мне хочется сказать большое спасибо нашим жителям, нашим женщинам, волонтерам, которые все делают, не считаясь со временем, приходят и работают в этом помещении. Помещение это мы нашли, выделили Ольге Сергеевне для того, чтобы оборудовали, провели ремонт для того, чтобы эта работа нашла. И в тепле, и свет, чтобы был все. И эту работу мы будем ее продолжать. Завсегдатаи знают расписание штаба помощи, но он открыт ежедневно с 16 до 19. Неравнодушные жители Беркакита оказывают всестороннюю помощь и поддержку, причем как взрослые, так и дети. Всех их объединяет неравнодушное отношение к нуждам других людей, желание творить добро и делать этот мир лучше. Работаем больше 2 лет. Изначально у нас была гуманитарная помощь, мы возили продукты, но мы продолжаем возить продукты. Потом в апреле месяце начали мы плести сеть.
Ну, плетем. Плетем уже отправлено с апреля где-то в пределах больше 180 штук. Но это так приблизительно. Может быть, и больше отправлено. Продукты питания, медикаменты, одежда. Да много что отправляем, делаем, стараемся для наших ребят. Ресурсную поддержку волонтерских центров ведет на территории Нерюнгринского района местная общественная организация «Добровольцы». Для нас 2025 год, он, конечно, считается, как и для всех, таким достаточно ключевым, поскольку все мы зажимаем пальцы для того, чтобы сбылось то, к чему мы все стремимся, и те, кто на фронте, и те, кто работают в волонтерских штабах, и родственники тех ребят, которые сейчас находятся за ленточкой или в госпиталях. Мы все хотим, чтобы как можно быстрее завершилась эта кампания, чтобы как можно больше наших ребят вернулось живыми, здоровыми домой, в свои семьи, к своим детям. Поэтому для нашей организации мы специально какое-то, скажем, направление не выделяем. Мы просто продолжаем работать. Вот, наверное, все-таки можно сказать, что в этом году мы попробовали для себя работать, в частности, с окопными свечами, с блиндажными свечами. И начиная с августа месяца мы уже залили более 1000 свечей. Большую часть мы уже их отправили на фронт. Кто-то приходил, просил в качестве посылки отправить. У нас брали ребята с Якутугля, переправляли своим ребятам, которые находятся там. Мы отправляли через зов севера, но, в принципе, конечно, это малая толика того, что мы могли бы и можем сделать. Особенно важным в год защитника Отечества является патриотическое воспитание молодежи. Движение «Юнармия» в Нерюнгринском районе продолжает набирать популярность. Бойцы движения принимают самое активное участие в различных мероприятиях. Так, ребята побывали на сборах в Алдане, куда съехались более 200 юнармейцев из Якутии, Амурской области, Приморского и Хабаровского краев. Нерюнгринский район представили юнармейцы отрядов «Беркут» Центра развития творчества детей и юношества, поколение Z медицинского колледжа и клуб исторической реконструкции «Волчий кряж». Мы делаем все, чтобы детям было интересно. Но этот год, конечно, он будет понасыщеннее. Почему? Потому что очень много мероприятий связано с 70-летием победы в Великой Отечественной войне и годом, объявленным нашим президентом, годом Героем Отечества. Конечно, это будет и интереснее, и ответственней. Вот мы приехали, чтобы не просто быть участниками, но как и организаторами этого взлета. Нерюнгринские юнармейцы организовали уникальную выставку, представив более 14 образов воинов разных эпох. Гости смогли познакомиться с формой военнослужащих разных исторических периодов, вооружением и макетами огнестрельного оружия, амуницией и тактическим снаряжением, а также прошли мастер-классы по оказанию первой помощи от медицинских специалистов и тренировки по тактической медицине и тактике боя. Мы показываем тактику медицины, то есть самопомощь и помощь пострадавшему. То есть инъекции, ожоги и как правильно бинтовать. И сразу все налетели, то есть им очень интересно ставить инъекции, то есть принимать участие в сердечно-легочной реанимации и бинтовать друг друга. Тем временем флагманский проект движения первых и юнармии «Зорница 2.0» в этом году проходит под девизом «Одна страна, одна игра». В 2025 году уникальный проект проходит в Южной Якутии во второй раз. В год 80-летия Великой Победы эта игра объединила очень много участников, и только в Нерюнгринском районе их более 1900 человек. Дети начальных классов, среднего звена, старшего звена, с кем вместе именно будут соревноваться и несовершеннолетние студенты. А также в этом году введено новшество и выделена специальная категория для возраста 18-21 год. И эти ребята будут уже непосредственно участвовать напрямую на региональном этапе среди студентов Республики Саха-Якутия. Завершил финальный отборочный этап игры «Зорница 2.0» Южно-Якутский технологический колледж, где за звание лучших боролись 5 команд. В нашей команде 5 человек. Мы с ними познакомились еще 2 сентября, когда стали первокурсниками. Все мальчики и девочки очень хорошо сложны между собой, как сказать, синергируют. Мы сразу поймали нужную атмосферу и начали тренироваться примерно месяц назад.
пока что самая легкая это была теория, потому что мы ее учили, мы ее пытались как-то запоминать что-то. А самая тяжелая была это первая полоса препятствий, потому что там довольно тяжелые грузы, еще таскать все надо и быстро бегать. Я очень давно хожу. Наверное, с 8 класса, и я сама хотела участвовать. Военно-патриотический клуб «Вымпел». Благодаря тому, что я хожу, меня заставляли учить погоны, и теперь я идеально сдала погоны, автоматы разбирать умею и много приобретенных знаний по теории. Игра прошла на комбинированной площадке, что позволило участникам продемонстрировать свои навыки в различных условиях. У нас 5 станций, и ребята выполняли задания по военизированной эстафете, по общевойсковой грамотности, тактической медицине и общефизической подготовке. В целом ребята здесь проявили смекалку, ловкость, сноровку. Отдельно мы готовили ребят к этому мероприятию за 3 недели, потому что ребята сюда приходили, нужно было отрабатывать определенные практические навыки. И для них вот те испытания, которые здесь, они, конечно, сегодня показали свой лучший результат. В год защитника Отечества в России и год защитника Родины в родной республике нерюнгринцы продолжают делать все от них зависимое, чтобы те, кто защищает нашу отчизну, постоянно ощущали на себе помощь и поддержку.